Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху вассалям. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри ва ахлул уқдатам мин лисани яфқаху қавли. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфa'на бима 'алламтана ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма 'алламтана иннака антал алимул хаким. После этого, иншаллах, мы начинаем новую книгу. В субботу у нас будут лекции. Сейчас в данный момент где-то 9 часов 30 минут мы сказали, однако 40 минут сделаем, потому что некоторые наши братья не успевают на магриб намаз. Поэтому чуть оттянем. Будем читать, изучать книгу Хильяту Талиб аль-Илм, называется Бакр Абу Зейда, шейх Бакр Абу Зейд, ученого, называется «Украшение искателя знаний». Одна из наших целей, чтобы изучать, читать эту книгу, потому что знания сами по себе, исламские знания, являются поклонением. Поклонением одному Аллаху. Нужно сделать ради Аллаха намерение, чтобы приобретать знания. Мы по ходу проходили несколько книг, приобретая знания ислама. Однако большинство ученых раньше проходили сначала вот такие книги сначала. То есть этикет, требующий знаний. Как должен правильно требовать знания, требующие знаний. Чтобы он не сбился с правильного пути. Чтобы он понимал, когда он требует знания, должен быть у него этикет, должна быть искренность и правильность, то есть на пути посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижника. В этом есть и весь этикет. То есть, если мы будем следовать пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, его сподвижникам, тогда мы получим этикет. Если мы не будем следовать за пророками и сподвижниками, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда мы не будем получать этикет. Этикет от посланника и его сподвижников, как мы сказали. Должна быть искренность. Так, иншаллах, прочитаем Хильяту Талиб аль-Илм, украшение искателя знаний. И не забудьте сделать намерение, как мы сказали, ради Аллаха. И будем, если требовать знаний, и это знание будет поклонением. Обычно временно поклонение бывает для определенного времена, для Рамадана, допустим, времена есть. Мечети, допустим, есть специальные места поклонения. Однако, требующий знаний, имея знания, если он даже в походе, допустим, на работе, допустим, он своими знаниями поклоняется Аллаху, где бы он ни был. И он должен практиковать их, жить по этим знаниям. Прочитает нам наш брат, иншаллах, брат Ахмад. Прочитай. Введение. Погромче. Аллаху, а затем я записываю первые ветхи этой благодатной книги. В 1408 году в эти дни мусульмане, хвала Аллаху, переживают научные пробуждения. И это заставляет лица сиять от радости. Этот религиозный подъем, двигаясь к совершенству и зрелости, продолжает оживлять в сердцах молодежи этой общины осознание ее славы и придает ей новые силы для жизни. Мы видим, как разнообразные молодежные группы двигаются в различные областях знания, взваливая на себя этот тяжкий груз. Они пьют из этого источника и утоляют из него свою жажду. Молодежь сегодня обладает горячим желанием и сосредоточенной целеустремленностью, образованностью, поразительной эрудицией, погруженностью в глубины религиозных вопросов. И это является победой, радующей мусульман. Причит же тот, кто оживляет и умерщвляет сердца. Однако, это благодатное зерно нуждается в поливе и во всемирной заботе. О нем по всем направлениям. Нам нужно распространить те вещи, которые защищают это зерно от ошибок и неудач на пути поиска знаний и совершения деяний. Ведь сегодня искатели знаний находятся под натиском волн, связанных с идеологией, убеждениями, поведениями и
разрозненностью на группы и партии. Подожди, брат. Вот тут шейх говорит, под натиском разных волн, то есть разных видов фитнов, искушений. Эти разные виды фитны, искушения, требующие знаний, иногда, если у них нехватка знаний, и не попадают под эту волну, и страдают они, сбиваются с пути, связано с идеологией разных видов, будь это идеология коммунистическая, скажем, или демократическая, либеральная, или которая относится к исламу, себя относит, Ахль-Кибля называется, как хариджиты, шииты, му'тазилиты, им подобные, мурджииты. Эти разных видов идеологии, убеждением, поведением, разных видов поведения, как мы знаем, как себя некоторые ведут, извиняюсь за выражение, аморально. Разрозненностью по группам и партиям, каждый создает себе организацию, или группы создают, и не понимают они, когда партию создают, или группу создают, организацию, это же они создают во благо общества. Они не должны ради своей организации, ради своей группы делать из него, этой группы, любовь и непричастность вопроса. Они, некоторые люди, заблуждаются, становятся фанатами своей группы, своей организации, они становятся фанатами. Когда становятся фанатами, тогда уже попадает в заблуждение. Баракаллаху фикум, будь это организация под именем Муфтият, допустим, или другие имена, они попадают в заблуждение. Когда? Тогда, когда они поднимают вопрос любовь и непричастность ради своей группы, ради своей организации. Баракаллаху фик. Дальше читай. Ранее я предложил вниманию молодежи книгу «Ат-Та'алюм», где раскрыл для них опасность тех, кто проникает в их ряды. Я боялся, что эти люди могут погубить искателей знаний и отклонить их так, что они даже этого не почувствуют. Сегодня же твой брат желает поддержать тебя и взять тебя за руку. Я предоставляю твоему вниманию послание, которое разъяснит тебе качество, являющееся твоим украшением. Подожди, брат. Вот я кладу. Подожди, брат. Шейх говорит, я сделал это, опасаясь, он сказал, что это люди могут погубить искателей знаний. То есть это разные течения, мы сказали, группы, бывает, используют искателей знаний. Этот искатель знаний должен минимизировать, как говорится, меньше сделать вреда, если есть группа организаций. Стараться меньше сделать вреда в обществе, требующие знаний. Но не должны давать себя использовать ради блага своей группировки. Но эта группа, организация создается во благо общества. Они не должны, баракаллаху фикум, забывать об этом. Ни группы, ни тот, кто им дает советы. Учитывая их положение, учитывая общую обстановку, должны давать ответы. Тфаддал, брат. Читай. Вот я кладу кончик пера на поверхность бумаги. Так прочти же начертанное мною для тебя. Да насладит Аллах тобою взоры. Существует много религиозных установлений, указывающих на то, что украшение себя нормами благопристойности, прекрасными нравственными качествами, хорошим поведением и праведным обликом, правдивым обликом – это признак приверженцев ислама. Знание же является самой ценной жемчужиной, но на венце пречистого шариата. И это знание может обрести только тот, кто украсил себя этими нормами благопристойности и избавился от пороков губящих знаний. Именно поэтому ученые уделяли огромное внимание изучению этих норм и обращению на них внимания людей. Они посвятили этим вопросам отдельные труды, которые содержат в себе либо общие нормы для всех религиозных наук, либо нормы изучения отдельных из них. Например, существуют книги о нормах благопристойности носителей Корана, нормах благопристойности знатоков хадиса, нормам благопристойности муфтиев, нормам благопристойности судей, нормам благопристойности руководителей и так далее. Тема этой книги... Подожди, брат. Подожди. То есть ученые перечисляют тут, что
ученые поставили нормы, то есть нормы шариата, нормы ислама, религии, как синоним можно использовать. Они поставили, то есть собрали, работу поставили, чтобы легко было требующим знанием. И также насчет благородного Корана он сказал благопристойности, то есть этикет имеется в виду для носителей благородного Корана. Адаб Хамалатуль Коран, как говорится, одна из книг. И также другие книги есть, касаемо этикета, как хадисоведов, как муфтиев, как должен быть муфти. Муфти обычно как избирается, как его ставят, какой бывает муфти обычно, какими знаниями он должен быть. И также как кадиев, допустим, какой этикет у него должен быть кади, как у муфтия, допустим. Более схожесть есть, однако кади, он судья. Муфти отвечает на религиозные вопросы. Муфти кто? Это не должность, а тот, кто отвечает на религиозные вопросы, ссылаясь на Коран и Сунну, ссылаясь на иджма, единогласие ученых, ссылаясь на кияс. То есть 4 основы, в чем есть единогласие Ахлю Сунна валь Джамаа. Дальше другие основы есть, как усуль фикха перечисляется, как садду зарая, масалан. То есть такие темы, я имею в виду, масалях аль-мурсала, допустим, такие темы есть. Муфти должен понимать, усуль фикх должен понимать, как должен понять фикх и другие науки, касаемого самого этого муфти. Кади должен также, баракаллаху фикум, иметь определенные знания, чтобы судить между людьми. Если кади не имеет фикха, понимания фикха, если нет, шариатского фикха, если у него нету, то кадим он не может быть, этот человек. То есть судьей шариатским он не может быть. Бывает такая проблема, допустим, если мы живем в немусульманских странах, не исламских странах, в мечети имамы должны быть носителями знаний в первую очередь. То есть муфтии, имамы должны быть носители знаний. И также они не являются вертикали власти, кады или муфти не являются. Они являются только своей мечети, баракаллаху фикум. И то есть вертикали власти тогда, когда строй исламский, мусульманский. Тогда бывает там официальные кады, верховные кады бывает. То есть а остальные до сих пор, скажем, не мусульманском правлении, там где, они не являются, как говорится, вертикали власти кады не являются. Они являются только имамами обычными или кадиями своей мечети. То есть третейским судьей может быть, если к нему обратятся две стороны. То есть третейский судья — это две стороны, если избирает его, соглашается, если тогда только он имеет право между ними судить. Но однако исполнительная власть у него есть или нет этого кады, нет у него исполнительной власти. Либо для руководителей, он сказал, также есть этикет специально поставил для руководителей. То есть шариатская политика книги мы раньше объясняли, то есть не на русском языке, на родном языке объяснял шариатская политика. Книгу прошел, где-то 40 лекций прошли. Попечители, воспитатели, сейчас тоже прохожу на родном языке, попечители, воспитатели насчет детей и своих домочадцев. Дальше читай, брат, баракаллаху фик. Читай, брат. Я закончу. Тема этой книги – общие нормы, которых должны придерживаться люди, следующие путем изучения религиозного знания. Прежде ученые в своих собраниях разъясняя ученикам нормы благопристойности, связанные с приобретением знания. Я застал последние примеры этой практики в некоторых собраниях знания, почетные пророческие мечети. Некоторые преподаватели обучали учеников книги Аль-Муталим Тарик Ат-Та'аллюм. Обучение студента методу изучения. Брат, на арабском так будет. Ат-Та'лим Ват-Та'аллюм Тарик Ат-Та'аллюм. Хорошо? Обучение студента методу изучения наук, автором которой является Аз-Зарнуджи, умер в 593 году. Я надеюсь, что обладатели знания не позволят оборваться этой крепкой нити, ведущей к самой правильной дороге. Я надеюсь, что этот предмет будет введен в качестве начальных уроков в мечетях и будет введен в программы системного образования. Я надеюсь, что мои записи послужат добрым началом, которое побудит к оживлению этого предмета, призванного
воспитать искателей знаний и повести их верным путем в области этики, приобретения знаний и его несения. Эта книга содержит в себе нормы благопристойности, которую искатель должен соблюдать в отношениях с самим собой, в отношениях со своим учителем, в отношениях с уроками, в отношениях с товарищами по учебе, в отношениях с книгами и плодами своего знания в течение всей своей жизни. Подожди, брат. Тут он сказал его несение, то есть начиная тут, конечно, если я начну с начала абзаца, то слишком много, однако достаточно последние его слова. То есть, который должен соблюдать искатель знаний. Этикет, который должен, обязан соблюдать искатель знаний. Если он не соблюдает этот этикет по отношению к знаниям, и также дальше он перечисляет, если он не соблюдает, что получается, люди не будут брать эти знания ислама. Люди не будут видеть пример в нем. Хорошо? То есть искатель знаний должен быть осторожным. Как и другие все мусульмане должны быть осторожными. Допустим, когда ты бываешь среди немусульманского общества, немусульмане смотрят на мусульман, как будто они являются переводчиками Корана и Сунны. Как будто эти мусульмане переводят то, что в Коране и Сунне. Но представляете, мусульмане, если ведут себя неправильно не по Коране и Сунне, если мусульмане с поведением себя показывают они, вот такой наш ислам, вот так нас ислам воспитывает, тогда люди будут брать у нас ислам или нет. То есть большинство людей, 90%, которые у нас принимают ислам, они большинство принимают ислам по поведению мусульман. Они не читают книги. Тот, кто читает книги, их очень мало. Тот, кто лекции слушает, их очень мало. А те, кто смотрит на поведение мусульман, их 90%. Итак, мусульмане показывают ислам. Если показывают правильно, получается, они принимают ислам легко. Если мусульмане неправильно показывают ислам, люди, наоборот, дискредитируют ислам, сами носители ислама, то есть мусульмане, этнические мусульмане, скажем, которые не образованы в исламе, не имеют этикет по отношению к исламу, по отношению к знаниям, по отношению к кому он сказал? Требующие знаний, он тут сказал, соблюдать искатель знаний в отношении себя. В первую очередь это талиб илм, тот, кто слушает шейхов. Бывает, разбрасывает налево, направо знания ислама. Коран и Сунны разбрасывают налево и право. Бывает, как будто Коран не спослан для того, чтобы опровергать друг друга. Нет, Коран не спослан опровергать друг друга. Хадисы посланника, саллаллаху алейхи, не были сказаны, чтобы опровергать друг друга. То есть, я имею в виду, люди садятся делать опровержение друг другу, допустим. Итак, эти опровержения, мы их очень много видим. Но мало кто приходит к истине. Тогда само по себе аль-мира в Коране сказано в хадисе посланника, саллаллаху алейхи, имам Ахмад бин Хамбаль Усуль Сунни также приводит этот хадис. То есть спор насчет Корана, насчет религии является куфром, сказано. То есть из больших грехов. И бывает доходит до выхода из ислама. Баракаллаху фикум. Поэтому тут он говорит дальше, своего учителя, этикет должен быть с учителем. А представь, если твой учитель, твой самый близкий человек, твой учитель. И в отношении урока, на уроке должен быть ты с этикетом. Не сидеть с телефоном, не сидеть пить чай на уроке. Баракаллаху фикум. В отношении товарищей по учебе. Также со своими товарищами, имеется в виду братьями, которые присутствуют на уроке. В отношении книги, как ты должен вести себя с книгами. Раньше книгу люди ценили, давали за одну книгу, корову, 2 коровы давали. Раньше одна корова содержала маленькую семью, получается, ризк через эту корову Аллах давал. Или 2 коровы бывало, люди давали, чтобы получить книгу. 2 или 4 томах. Как я знаю на своей родине, что люди покупали книгу за корову, 2 коровы. 2 томах или 4 томах, исламскую книгу фикх. Да, это раньше была ценность. Сегодня они просто-напросто у людей лежат, не читают люди книги. Дальше в отношении плодов его знаний на всех этапах своей жизни. Получаешь плоды,
старайся практиковать их. Старайся жить по этим знаниям. Не будешь жить по исламским знаниям, не будешь требовать исламские знания, за это Аллах спросит. За это будет наказание. Требовать исламские знания, необходимые знания, является фардуль айном. Обязанность каждого мусульманина и мусульманки, как посланник саллаллаху сказал в хадисе, талабуль ильми фаридатун, он сказал. То есть требовать знаний является обязанностью каждого мусульманина. Дальше и также мусульманки. Обязанность, необходимые знания имеется в виду. Необходимые. Баракаллаху фикум. Также практиковать обязанность. В меру своей возможности опять практикуешь. В меру возможности учишься, в меру возможности практикуешь исламские знания. И для практики, если в каком-то месте не дают тебе практиковать, допустим, сестрам, говорит, не дают там носить хиджаб, переселяется с этого места. Братья, говорит, там не дают делать джамаат и джумуа намаз. Тогда переселяйся. Баракаллаху фикум. В отношении плодов и знаний всех этапов своей жизни. Дальше читай, брат. Предоставлю тебе это украшение, содержащее в себе целый ряд норм благопристойности и тех пороков, которые нарушают их. Если человек упустит одну из этих норм благопристойности, то из-за своего упущения он впадет в эти пороки в том или ином объеме, поскольку эти нормы занимают разные степени и желательности до обязательности, то и вещи, которые их нарушают, предоставляют собой разные пропасти от нежелательности до запрета. Среди норм благопристойности есть такие, которые касаются абсолютно всех людей, обладающих разумом, а есть и такие, которые касаются только искателей знаний. Есть такие нормы, которые известны из религии любому человеку, но есть и такие, которые заложены в природном естестве человека, хотя на них и указывают общие доводы религии. Я не собираюсь описать вам все нормы благопристойности, однако расскажу о них путем приведения некоторых примеров, желая указать на самые важные основы. Если сказанное мною встретит праведную душу, то она возьмет этот малый объем и приумножит его. Праведная душа возьмет общие основы этой книги и сможет сама понять подробности. Человек, взявший эти нормы благопристойности, получит пользу и начнет приносить ее другим. Я перенял эти нормы благопристойности от тех, кому Аллах даровал благодать в их знании, и сделал их имамами, за которыми следуют люди. Пусть же Аллах соберет нас всех вместе в своих садах. Аминь. Бакр ибн Абдуллах Абу Зейд, 1408 год, 1987 год, по Григорианскому летоисчислению. Да, пусть Аллах соберет нас вместе с ними в своем раю. Аминь. Итак, дальше идет первый раздел правила благопристойности, то есть этикета, который искатель знания должен придерживаться в отношении себя. То есть по отношению себя, что должен делать человек. Об этом, иншаллах, сейчас прочитаем первую главу. Читай, брат, первую главу. Знание – это поклонение. Как мы сказали до этого, знание шариата – это является поклонением. Не знание стройки, не знание медицины, а знание ислама само по себе является, что мы сказали, поклонением одному Аллаху. Имей поэтому искренность, имей чистое намерение, знаниями. Читай. Глава 1. Нормы благопристойности искателя знаний по отношению к самому себе. Приобретение знаний – это поклонение. Основа основ в этой книге и в общем, во всяком религиозном деле заключается в том, что ты должен знать, что приобретение знаний – это поклонение. Сказали некоторые ученые. Приобретение знаний – это тайная молитва и поклонение сердца. Следовательно, усвоим... Другие, знаешь, как сказали, знание – это намаз души. Знание – это намаз души и поклонение сердца. То есть, в одном смысле они сказали. Читай дальше. Условием действительности любого поклонения является искренность перед Аллахом Всевышним. Всевышний Аллах сказал: «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как ханифы,
единобожники. Да. В известном хадисе, передаваем со слов правителя верующих Умара ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху анху, сказано, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: дела оцениваются только по намерению, и каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести. Хадис Бухари, Муслима, от Умар бин Хаттаба, это «Иннама аль-амалу бин-ният», в хадисе сказано, длинный хадис, конечно, однако поистине деяние оценивается, то есть Аллах принимает наши деяния по намерениям. Мы должны быть искренни, чистое намерение должно быть. Также второе условие, чтобы Аллах принял наши деяния, это надо следовать по шариату, за посланником, саллаллаху алейхи ва саллям, его сподвижником. Читай. Если искатель знания лишится искреннего намерения, то вместо самого лучшего деяния покорности ему запишется самое презренное противоречие религии. И ничто так не разрушает приобретение знаний, как показное благочестие и желание славы, когда человек говорит, чтобы о нем услышали. Подожди, брат. Тут, видишь, он говорит, ничто так не разрушает знания. Да, у него, смотри, если слабая искренность, то стремление показному у него будет. То есть рия называется. Почему салафы избегали рия, боялись разрушения своего вида поклонений, которым поклоняются? Рия – это показуха, на показному. Будь то смешанное стремление к показному, рия – это ширк, маленький ширк, который разрушает деяние. То деяние, которое он делает. Не все деяния – это небольшой ширк, а маленький ширк, но разрушает само это деяние, которое он делает. Дальше он говорит, или чистое стремление показному. Рия ихласом у него получается. Или стремление прославиться, тасми' называется. То есть он хочет иметь сум'a, то есть славу хочет иметь. Быть известным, как некоторые, так называемые, скажем, да, якобы блогеры стали, некоторые требующие знаний, будь это, или политики, допустим. У них политика вся происходит в интернете. Интернет это, баракаллаху фикум, это да, это СМИ, с одной стороны, можно донести через них, однако неполноценный бывает все-таки, баракаллаху фикум, как непосредственно, когда присутствуешь на уроке в мечети. И так он тут говорит дальше, когда человек говорит желая, но интернет это является василя, средство. Но эти средства не бывает таким образом бараката, как непосредственно, как в мечети перед шейхом сидишь. Так или не так? Слышите? Я просто в этом уверен. Потому что мы учились, большинство, напрямую. Как говорится, да, слушали шейха напрямую, но не через интернет. Через интернет то же самое почти, но неполноценное. Однако, допустим, сегодня могут связаться, альхамдулилля, вот видите, онлайн мы делаем уроки. Это не скажем, что хуже. Нет, это не хуже. Это более слабее, чем в оригинале сидеть перед шейхом в мечети. Имеется в виду на уроках. И так дальше. Читай. Я изучил то-то и то-то. Я выучил то-то и то-то. Угу. Таким образом, тебе следует полностью избавиться от всего того, что марает твое правдивое намерение. К этому относится желание. Подожди, брат. Аллах в Коране сказал: «Бильманни валь аза». Люди, бывает, упрекают то, что они обретали знания, что они столько лет в да'вате, столько лет помогают они, столько лет в борьбе на пути Аллаха. Если они упрекают этим, то они теряют все свои награды, которые они столько лет трудились. То есть, когда ты что-то делаешь ради Аллаха, не упрекай других, пожалуйста, своими деяниями, своей учебой, своим да'ватом, своим садакой, своим жертвоприношением. Не упрекай. Бильманни валь аза, как Аллах в Коране сказал нам. То есть, что будет? Разрушение его же деяния. Он потеряет награды, которые делал их и так еле-еле. Читай дальше. К этому относится желание славы и чувство превосходства над сверстниками. Также иногда человек делает знания средством для достижения своих целей и получения репутации. Угу. Например,
знания он желает добиться высокого положения богатства, восхваления, славы, похвалы, обращения к нему, внимания людей. Поистине эти и подобные им дурные нравственные качества, перемешиваясь с намерением, портят его и благодать барака. Знания покидают человека. Именно поэтому ты обязан охранять свое намерение от примесей, которые проявляются в том, что ты желаешь чего-то, кроме довольства Всевышнего Аллаха. Оберегай не только свое намерение, но и все, что его окружает. У ученых имеется множество высказываний на эту тему, некоторые из которых я привел в первой главе своей книги «Ат-Та'алим». Здесь же можно добавить то, что ученые запрещали тубулят. Ат-тубулят называется. Табль это что? Барабан. Барабан. Табль. Хорошо? Оттуда и сказано тубулият. То есть такие вопросы бывают, тубулият, скажем, человека делает известным. Допустим, он начинает обсуждать ошибку какого-то шейха. Раз шейх ошибся, а он что, самый грамотный, что ли? У него не будет ошибок, есть же у них тоже ошибки. То есть они начинают обнародовать эти недостатки шейхов, и так они становятся что? Известными, как будто они являются большими учеными. Поэтому подобие барабана уподобили. Начинают бить, как будто в барабан эти люди. И что они делают? Бывает, обычно в интернете говорят, хайп, говорит, поймали. Вот, идет тема, раз поймали хайп, чтобы стать известным, они раз тему поймали и становятся через это известным. Это чисто, как говорится, блогерское, это не политики, это чисто, как говорится, да, вот, действительно, хайп есть, действительно. И то булият подобие этим. Ошибку шейх сделал, раз, чтобы стать известным, эти люди начинают поднимать это, как говорится, да, фитну делать из этого. Читай. Это такие вопросы, которые поднимаются с целью добиться известности. Это такое, есть такое высказывание, ошибка ученого оглашается ударом в барабан, называется учеными. Читай. Этим термином именуют вопросы посредством изучения, которых человек ищет известности. И было сказано, если ученый ошибается, то заблудшие люди бьют в барабаны от радости. Сообщается, что Суфьян ибн Уйна сказал, мне было даровано понимание Корана, но когда я принял мешочек с деньгами, то лишился этого понимания. То есть человек, когда продает исламские знания за деньги, тогда он лишается понимания ислама, понимания исламских знаний. Те, кто берут взятки, они же харам делают, большой грех. А представляешь, тот, кто берет взятку, этот муфти будет, это, допустим, должности, как сегодня делают должности. Он берет, если взятку, за того, чтобы уступить или скрыть исламские знания, то тогда он хуже взяточника, который берет взятку. Его взятка хуже. Будьте осторожны этих пониманий, этих людей. Так держитесь же крепко за несокрушимую рукоять, сказано. Читай. Схватись же, да помилует тебя Всевышний Аллах за надежную рукоять, которая сохранит тебя от этих дурных примесей. Приложи усилия, чтобы достичь искренности, и при этом сильно бойся того, что разрушает ее, и чувствуй свою величайшую нужду в защите Аллаха. Передается, что Суфьян ибн Саид ас-Саури сказал, не лечил я в себе ничего сложнее, чем мое намерение. Сообщается также, что Умар ибн Зар однажды сказал своему отцу, «О, отец мой, почему, когда ты
увещеваешь людей, их охватывает плач. А когда их увещевает кто-то другой, они не плачут. Его отец ответил: «О сынок, поистине женщина, которая плачет от потери ребенка, не подобна той, которая плачет за деньги. Пусть же Аллах направит тебя к благоразумию. Аминь». Качество, которое вбирает в себе благо мирской жизни и жизни вечной, это любовь ко Всевышнему Аллаху и любовь к Его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, и претворение ее в жизнь посредством всецельного следования за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, защищенным от ошибок. Всевышний Аллах сказал: «Скажи, о посланник, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, тогда полюбит вас Аллах и простит вам ваши грехи». Эти две вещи, искренность и следование за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, есть две основы этой книги, и они подобны венцу всех украшений. О искатель знаний! Вот вы уселись на уроки и затаили дыхание, желая обрести драгоценное знание. Я завещаю вам и себе остерегаться наказания Всевышнего Аллаха в тайне и наяву. Это и есть провизия на суд день. Это и есть прибежище достоинств и обитель достохвальных качеств. Это и есть место зарождения силы и лестница, ведущая ввысь. Это и есть крепкая верфь, оберегающая сердца от смут. Посему не проявляйте упущений. На этом остановимся, сейчас объясню. Тут он говорит о искателе знаний. Вот вы скрестили свои ноги для урока и привязали сердца к самому драгоценному сокровищу поиска знаний. То есть он нам советует, шейх нам последний, завершая общим, эти две вещи являются основой этого сокровища, то есть хилья называется сокровищница, и служит для него тем, чем является венцом для наряда. То есть человек, если будет оберегать то, что он перечисляет, шейх, то действительно он спасется, и для него будет венцом, сокровище будет. И он говорит тут: «И я завещаю вам и себе бояться Всевышнего Аллаха тайным и явным». То есть муракаба называется, да? Муракаба. Ты постоянно чувствуешь, что Аллах Субхану ва Тааля тебя видит. Это и есть провизия, это и есть прибежище достоинств и обитель достохвальных качеств, он сказал, и источник силы. Тогда у тебя будут и силы, и возможности, и ступени к возвышению. То есть в знаниях ты будешь, инша Аллах, возвышаться. И прочные узы, защищающие сердце от искушений. Защищающее сердце от искушений. Так не будьте же пренебрегающим, он сказал тут в конце, баракаллаху фикум, то есть защищать сердце от шубухатов, от страстей. Если от сомнений и страстей твое сердце защитил Аллах, тогда дальше, иншаллах, будет больше, легче, баракаллаху фикум. На этом мы остановимся. Если у вас есть вопросы, глава 2 у нас следующая, «Будь на пути праведных предшественников» сказано, это будем разбирать на следующем. Если у вас вопросы есть, спрашивайте.